Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 17 марта 2020 года. Посмотрим, что ждет в этот день. Основная карта дня. Тройка мечей. Это у нас отношения. Давайте вот так подвинем. Это работа. Это финансы. Так, ну день, конечно, такой неоднозначный. Придется следовать каким-то правилам и инструкциям для того, чтобы все проходило благополучно. Основная карта тройка мечей, она всегда часто, вернее, я слышу, ассоциируется только с отрицательным, но как бы полностью отрицательных карт не существует. У каждой есть и положительная, и отрицательная сторона. Вот эта карта, она астрологически связана с Сатурном в Близнецах, да, то есть Сатурн действительно планета, которая ограничивает, которая нас наказывает, если мы делаем что-то неправильно, да, нарушаем какие-то законы, нарушаем правила, либо там ленимся, да, убираем себя ответственность перекладываем на других, не решаем вовремя какие-то вопросы. Поэтому, конечно, если мы здесь ведем себя как-то не очень правильно с точки зрения закона, правил, полезности для общества, то тогда могут быть действительно проблемы в этот день. Но все-таки это у нас Сатурн в Близнецах, и если как бы мы заранее знаем, что нужно в этот день уделять внимание каким-то бумагам, документам, все правильно рассчитывать, действовать по инструкции, по закону. Если нужно, допустим, много каких-то действий совершить, довольно-таки хлопотных, может быть, поездки в разные стороны, здесь, конечно, день может пройти замечательным образом. То есть здесь на первый план выходит наша работоспособность и следование правилам и жизнь по закону. Если все это соблюдаем, отличный день. Также эта карта часто говорит о том, что сложно принять решение какое-то важное. И действительно, может быть такая ситуация или несколько ситуаций в этот день, когда мы чувствуем растерянность. Ну, допустим, происходит что-то очень важное для нашей жизни, для нашей судьбы, и мы не знаем, какой выбор сделать. При этом еще могут вмешиваться другие люди, и советы какие-то могут приходить к нам со стороны противоречивые. Один говорит одно, другой другое, что еще больше сбивает с толку. Так вот, совет в таком случае от карт, что нужно сделать только свои выводы и разумные, а чувства сейчас нужно просто не учитывать, потому что в таких ситуациях обычно у нас возникают или страхи какие-то, или что-то еще из подсознания негативное выходит, негативные установки, и они нам мешают принять правильное решение. То есть даже для себя определить какие-то правила и законы поведения, по которым мы живем, по которым мы действуем. И это будет правильно. Если в отношениях, допустим, такая ситуация возникает, тоже нужно понимать, кто за что отвечает, да, распределение обязанностей должно быть в семье, в отношениях. Каждый должен понимать, что ждать от другого человека, да, то есть нужно все по полочкам разложить логически, тогда проблем не будет. Если действительно кто-то вмешивается в ваши отношения, в ваш процесс производственный, в деятельность, может быть, кто-то там хочет забрать ваши деньги, допустим, да, хочет каким-то образом воспользоваться, может быть, там слабостью вашей или еще чем-то, да, то есть здесь нужно быть очень строгим, серьезным и ни в коем случае не спускать. То есть нужно обязательно здесь как бы бороться и воевать. Плакать тут не поможет, хотя хочется, да, ничего не делать, сесть и плакать. Для отношений дополнительная карта выпадает семерка жезлов, то есть побороться. Тоже говорят нам эти карты, да, что нужно обязательно отстаивать себя, отстаивать тот разумный подход, который действительно является правильным. Да. Эта карта также связана с долгом, когда мы выполняем какие-то взятые на себя обязательства.
И вот карта говорит о том, что, может быть, нам самим не будет хотеться их выполнять. Вот нужно себе об этом напомнить. Либо партнер не захочет, да, выполнять какие-то обязанности. Но здесь все-таки вот у нас карта, на карте изображен дом, недвижимость, да, причем здесь открытые окна и двери, и в них там темнота. То есть, может быть, вы что-то не знали о партнере, какие-то его секреты могут выйти наружу, и это будет для вас шок, и вам придется как-то с этим разбираться, да, может быть, кто-то третий скажет вам об этом, и нужно будет отстаивать там свои позиции, нужно будет договариваться и напоминать об обязанностях, об ответственности и так далее, и так далее. Но карта говорит о том, что нужно бороться обязательно, нужно стоять за себя. Эта карта у нас связана с Марсом во Льве, то есть Лев – это у нас как бы достоинство наше, да, это наше счастье, а Марс – это защита, то есть надо защищать свое счастье. А теперь работа. В работе у нас выпадает пятерка пентаклей. Все карты сегодня выпали сложные, такие неоднозначные, которые обычно трактуют только негативно. Так вот, пятерка лучше всего связывать с астрологией карты, потому что у них есть такой подтекст, и тогда невозможно ошибиться. Вот пятерка пентаклей с астрологической точки зрения это у нас Меркурий в Деве. Опять же, Дева – это хлопоты, Дева – это работа, загруженность работой, да, когда нам просто некогда отдохнуть. Вот, и Меркурий в Деве – это, в принципе, как раз, ну, по сути, оба вот эти знака, они управляются, ну, как Меркурий, вернее, он и есть управитель Девы. И получается так, что если мы как бы действительно скрупулезно заняты своим трудом, работой, да, если мы перекладываем правильно все наши бумажки, правильно пишем все наши цифры, не допускаем ошибок, все успеваем сделать, оказываем помощь всем, кому должны ее оказать, в общем, делаем все, что от нас требуется, этот день просто пройдет замечательно. Но если мы даем себе поблажку, хотим, чтобы у нас были результаты, а мы при этом ничего не делали, да, не суетились, расслабленные были, там пропускали кучу информации мимо ушей, мимо глаз, и из-за этого у нас возникали какие-то там ошибки, может быть, забывали какие-то документы или забывали там заказать билеты, куда-то поехать вовремя, ну тогда могут быть проблемы, конечно, и вот они по основной карте могут проявиться. Опять же, Сатурн от нас требует, ну как сказать, серьезности, да, то есть здесь Сатурн как начальник, а Меркурий, он все-таки как подчиненный, да, то есть вот между начальством и подчиненными тоже не должно быть конфликтов, если мы все правильно делаем. В финансах здесь выпадает десятка пентаклей, замечательная карта, которая говорит о том, что может быть какой-то важный очень день для финансов. Либо здесь день зарплаты, либо здесь возможность как-то улучшить свое финансовое положение, но в любом случае здесь окончание какого-то процесса, может быть, вы завершили какой-то проект и получите здесь денежки, либо, может быть, вы в этот же день начали проект и получите уже финансовую оплату какую-то за это. Кроме того, здесь может быть какой-то новый совершенно будет у вас доход в ближайшее время. То есть даже если у вас сейчас заканчивается одно, и вы не знаете, что будет ли другое, да, вот здесь карта говорит о том, что будет. Кроме того, десятка пентаклей – это у нас Меркурий в Козероге. Меркурий – это опять беготня, это коммерческие разные сделки, ну и, конечно же, там хитрость, обман и так далее, да, поэтому в Козероге опасаемся обмана на деньги, да, опасаемся какой-то подставы при коммерческих сделках. И, конечно же, если об этом речь не идет, то просто нужно все успевать для того, чтобы не было никаких нареканий, для того, чтобы мы четко как бы на своих позициях находились и чтобы деньги приходили нам за наши труды. Давайте посмотрим по цыганской колоде, что нам посоветует она на день. Удача в чем наша? Восьмерка пиковая. В чем проблема? Восьмерка бубновая. И как решить проблему? Одни восьмерки выпали.
все кармические карты, восьмерки, они всегда связаны с судьбой. Это когда мы что-то копим долгое время, и вот уже критическая масса набирается, вот тогда восьмерка появляется. Восьмерка, когда уже процесс идет, он как бы из сферы нематериальной переходит уже в нашу жизнь, да, то есть как бы энергетически накопилось и уже проявляется в материальном мире. Так вот, удача у нас в восьмерке пиковой, то есть удача будет тогда, когда мы умеем сотрудничать с другими людьми, когда мы умеем общаться, коммуницировать, разговаривать, звонить и прочее вовремя, в общем, делать, да, то есть здесь удача именно от других людей зависит, от умения с ними заводить контакты, либо поддерживать отношения и так далее. То есть здесь вот такая удача. Проблема у нас по десятке, тут десятка, по десятке бубновой, проблема в том, что мы можем себе сказать, что мы и так все знаем и не прислушиваемся к какой-то новой информации. И тогда действительно можем какую-то информацию пропустить. Либо отказываемся учиться новому, становиться профессиональней, или отказываемся, может быть, знать что-то такое, что нас продвинет на новый уровень. Также проблема может быть в том, что была какая-то тайна, и она вот открывается, и для нас это шок. Как решить проблему? По восьмерке трефовой проблема решается либо с помощью руководителя, да, либо высокопоставленных людей, государственных структур, с помощью закона, либо, если проблема не решается таким путем, то нужно искать новые методы, средства для ее решения. Но то, что они есть, это 100%. Может быть, просто нужно поменять взгляд, либо вот воспользоваться помощью других людей. Теперь совет дня. Король бубновый. Карта говорит о том, что вот хорошо сегодня помнить о деньгах, о том, что вы работаете для того, чтобы зарабатывать. То есть любую деятельность ведете для того, чтобы зарабатывать. И это будет помогать собрать себя как-то в кучу, скажем так, да, собрать себя, сконцентрироваться и будет помогать все делать правильно, не ошибаться. Кроме того, совет еще учиться, расширять свои возможности, воспринимать новую информацию, прислушиваться к людям, у которых уже что-то получилось. Вот вы к чему-то стремитесь, есть какая-то цель, а у этих людей уже это осуществилось. Да, вот к ним нужно прислушиваться. Если вам кто-то говорит, кто сам не достиг того, что вы хотите, к нему, конечно, не надо прислушиваться. А тот человек, который уже что-то имеет, вот он может вас многому научить. И хорошая карта для того, чтобы задумать там отпуск, какую-то дальнюю поездку, может быть, даже там на море, да, может быть, хорошее время для того, чтобы купить билеты, успеть. Вот как раз у нас по Меркурию здесь, да, как раз вот такая замечательная возможность. Ну и, конечно же, вот подумать об отдыхе у воды, либо о поездках через там, море, океан и так далее. Друзья, желаю вам прекрасного дня, всего вам доброго, до новых встреч.